общение с талантливыми людьми вдохновляет и заряжает. Начинающие художники решили, что советы состоявшегося мастера кисти им будет не менее полезно, чем очередной урок. Мы в Центральной городской библиотеке. Здесь проходит встреча учеников художественной школы номер 2 с художником Иваном Федоровым. У ребят отличная возможность узнать, как живут настоящие творцы-современники. У учеников есть отличная возможность пообщаться с человеком, который выбрал делом всей жизни написание картин. Плюс ко всему они оттачивают свои профессиональные навыки. Расскажи про вашу встречу. Чтобы и с интересом и с пользой провести наше время, мы рисуем портрет художника. Тоже учась не только по историям, рассказам Ивана Павловича, но и с практической точки. Как ты думаешь, за сколько вы успеете нарисовать портрет? На самом деле мы рисуем портреты несколько уроков. Сначала мы делаем множественные наброски, показываем преподавателю. Но сегодня мы работаем в такой технике, что стараемся успеть все за нашу, можно сказать, немного даже короткую встречу. Мы буквально за 10-20 минут сделали набросок. Иван Федоров – большой поклонник художника Константина Коровина и певца Федора Шаляпина. Слушать его можно словно аудиоэнциклопедию. Сплошная польза от такой встречи. Почему художникам нужно общаться с другими художниками? Мы как начинающие художники тоже решили прийти на лекцию такого уже опытного художника и узнать его историю, как он учился, как он вообще пришел к тому, как он стал художником. Что полезного ты сегодня для себя подчеркнула? Раньше краски были поплотнее, он нам рассказал, какие есть новые методы рисования, какие красками он пользовался, например, акрилом. Такие полезные вечера периодически проходят в стенах Центральной городской библиотеки. Проект называется «Через призму эпохи», и он не заканчивается. Поучаствовать в нем могут все юные живописцы. Такие тематические встречи время от времени проходят в библиотеке. Все для того, чтобы ребята определились с будущим делом всей жизни. Ангелина Ступина, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.